Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Колокольчик должен стать именно серенький. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. Ваш новый муж, либо просто ваш муж. Кто этот человек? Когда же наконец-таки будет семейное счастье? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте вопрос. Кто же мой будущий супруг, когда будет семейное счастье? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную и полезную информацию. Давайте же смотреть на мужа. Кто же этот человек, когда будет? Так, ну у многих отыграется, как будто бы у вас либо уже был брак, да, либо были какие-то отношения, прям как брак, да, вот прям гражданский брак это называется, да, вот кого-то вы, возможно, уже вся в голове мужем называли. Плюс отношения были очень сложные и очень неудачные. А у кого-то из девочек вообще вот, да, была пустота. То есть отношений вообще никаких не было. Вот как жили вы в пустоту, да, смотрели, и даже мужчины к вам и не подходили, да, ходили на вас, посматривали и вот в обход постоянно. Здесь идет такая ситуация, что вот якорь, да, заякориться вам нужно и можно, но вам идет определенный человек. Смотрите, я сейчас буду описывать человека, но это не значит, что это один муж на всех. Это собирательный образ. Каждая услышит именно ту информацию, которая вам нужна. На ютубе очень много разных гаданий на такую тему. И понимаете, очень много людей, которые смотрят такие гадания. Если вы зашли именно на эту отсыпку, значит, вам нужно получить именно эту информацию. Но опять же таки, это образ идет собирательный. Смотрите. У вас мужчина должен быть определенный. Мужчина должен быть у вас со знаниями, со способностями. Вам не дают абы кого. Вам не дают абьюзера. Вам не дают потребителя. Вам хотят дать мага, мастера. Понимаете? Человек, который может распоряжаться и своей жизнью. И у него достаточно навыков, опыта и силы, чтобы помогать и другому человеку жить и продвигаться. То есть это человек-маг. Он может, кстати, обладать какими-то особенностями. Либо он очень талантливый в какой-то сфере, либо он большой там руководитель. Да, вот у него есть знания и у него есть талант руководить, управлять, наставлять других людей. Также может быть человек действительно иметь талант к эзотерике, да, быть, например, там, экстрасенсом, либо ясновидцем. У кого как получается. Понимаете, этот человек непростой. И этот человек, он центр. Видите, вот он вышел в центре, сидит такой, знаете, в позе Будды и думает о вечном, о высшем. Этот человек явно непростой, он титулованный. У него за ним ходят люди, у него спросят совет, у него просят помощи, он всем помогает, он всем дает хорошие советы. У этого человека, ну, скорее всего, смотрите, у него в руках целый мир. Да? У него либо компания своя, либо он другими людьми управляет. Либо он, так знаете, работает, как все его зовут и всем он нужен. То есть это человек не какой-то там, я не знаю, работяга, да, вот там из шахты. Нет, у этого человека определенно есть и статус, и положение, он уважаемый человек. Такой человек идет в вашу жизнь. Этот ваш муж, он сейчас, сегодняшний день, он занят своей реализацией. У него в личной жизни пусто на сегодняшний день, но очень хочется, вот вам хочется якоря, да, вам хочется брака, семьи, стабильных отношений, а у него сердце, ему хочется любви и счастья, женщина, но женщиной особенной, ему не нужна любая, да, там, особенно там женщины, которые там, ну, легкие на подъем, да, которые готовы там за любым и с любым пойти. Вот он ищет женщину, во-первых, мудрую, во-вторых, чтобы была и красивая, в-третьих, чтобы она была развита, да, не то, чтобы она только одни там борщи могла сварить, но женщину, с которой можно поговорить, обсудить что-то, которая, может быть, и не обладает, там, я не знаю, 3 какими-нибудь там оксфордскими образованиями, но женщина
у которой есть смекалка, у которой есть мудрость. Да, вот своими простыми словами она может, там, не знаю, объяснить там создание космоса. Понимаете, вот такая женщина ему нужна. Вот он будет смотреть не на внешность, да, а вот внутрь будет смотреть, насколько человек внутри наполненный, насколько человек внутри красивый. Понимаете, этот человек, он, ну, может быть, кстати, моложе, чем вы, да, и он никогда не будет думать о том, что, ой, моя жена там старше меня на 5 лет, да, либо там на 10 лет, никогда, потому что он не будет видеть там ни морщиночки ваши, ни какие-то седые волосиночки, он будет видеть вашу прекрасную душу, и вы для него будете самое важное, самое главное и самое желанное. Этот человек, он, да, я вижу, что у него есть требовательность, понимаете, у него есть требовательность, он, кстати, мог быть женат, а может быть даже и несколько женщин, потому что здесь 2 дома с 2 женщинами идут. Понимаете, могло у него в жизни быть. Но он ни с одной не смог раскрыться. То есть они все были как пробники, понимаете, пробник. Он с одной попробовал, обжегся, с другой попробовал, обжегся. И сейчас, возможно, последние несколько лет он вообще один. Один, потому что он сидит и думает, да, зачем мне нужны какие-то легкие отношения, которые вот они, ну, пустые, ранящие, да, ни к чему не ведущие. Лучше я подожду и найду ту самую единственную. Та самая единственная — это вы. У него, кстати, в инициалах, либо вот где он живет, где он находится, либо в имени есть буква В. В, вот прям. Город может быть фамилия, может быть имя на букву В. Идет именно В. Еще раз говорю, это собирательный образ. У кого-то мужчину будут звать на букву В, например, Виктор, либо Валентин, а у кого-то он будет жить в стране, либо в городе на букву В. Да? Это может быть, там, не знаю, Вена, да? Либо там город Вильнюс, или там, не знаю, тот же Воронеж, понимаете, вот так же может быть. Может, фамилия у него на букву В. Так что, девочки, буква В очень важна. У вас сейчас с этим человеком есть развилочка, понимаете, развилочка. Кто-то, либо вы, либо он, но тут больше на вас похоже. Вот свое прошлое до сих пор не отпустил. Да, это с вашей стороны, потому что развилка ближе к вам идет. Он-то уже готов. Он в состоянии размышления, да, он в состоянии созидания, он вас ждет, а вы еще не отпустили. Знаете, вот по этому песку девушка, которая смотрит гадание, просто не готова. Вот придет этот мужчина сегодня, постучит в вашу дверку, придет с цветами, скажет, давай там познакомишься, а вы же просто закроете дверь, да, захлопните прямо перед носом, скажете, иди отсюда. Вы не готовы к отношениям. Вам, конечно, хочется, но вы не готовы. Есть страхи, есть сомнения, и знаете, у кого-то даже вот по психологии, да, готовности нет. То есть тут, может, вы, знаете, слишком такая яркая, активная, вы с этим человеком можете там побороться, как-то его там, я не знаю, в бараний рог скрутить. Понимаете? Да, хочется любви, да, хочется счастья, но готовности к этой любви и счастью пока нет. А у многих девочек отыграется так, как будто бы вы еще прошлое не отпустили. Прям прошлое такое сырое, стырое, и прям еще болит, рана еще болит, не затянулась. С этим человеком встреча у вас идет, но она будет такой, знаете, вот вы встретитесь, вам понравится, и очень долго он потом будет за вами ходить, вас добиваться. Тут еще ситуация такая вот странная, что у вас какие-то преграды идут. Может быть, вы в разных местах живете, может быть, вы из разных городов, и какое-то отношение, да, общение будет немножечко как с расстановкой, с паузой и с ожиданием. То есть нужно будет именно ждать, да, где-то ждать, там долго перезваниваться, переписываться, встречи будут какие-то, знаете, то вы сможете, он не может, то он может, вы не сможете. То есть какой-то момент такой будет. Но я вижу, что он вас будет добиваться. Ну и вы такая, вы понимаете, вам очень важно, чтобы мужчина показал себя именно серьезным, и чтобы он показал свой интерес. Не вы, чтобы бегали за ним, да вы и не будете бегать за мужчиной, а чтобы мужчина показал свой интерес. Здесь, немножечко, да, вот ухаживание, да, они как-то растянутся. Встреча, кстати, может быть совсем скоро, совсем вот прям скоро, да, может быть там неделя, может быть месяц, но где-то вот такой период. Скоро вы вот увидитесь первый раз, а потом будет прям долгий период ухаживаний у многих. Поэтому готовьтесь.
с человеком вы этим встретитесь. Как этот человек выглядит? Ну, так я скажу, что человек, во-первых, выше, чем вы по росту. У человека достаточно, ну, такое спортивное телосложение, да, он там не качок какой-то или не дрыщ. Нет, он такой достаточно подтянутый человек. Он старается, может быть, даже чем-то занимается, или правильное питание, может быть, там в тренажерку ходит 2 раза там, или 3 раза в неделю. То есть он за собой следит. У него очень интересный взгляд. Взгляд такой вот прям, ну, цепляющий, понимаете, глаза у него такие вот улыбающиеся, искрящиеся. И вот иногда эти глаза, они меняют как цвет, как будто бы из светлых в темные превращаются, да, вот когда он там расстроился, нахмурился, переживает, то есть как бы задумался. Он старается быть вот легким человеком, праздником, весельем. На самом деле человек достаточно продуманный в хорошем смысле слова, и он глубокий. Я не буду тут лукавить, я вижу, что человек вам понравится, но так, что вы прям влюбились с первого взгляда, нет, скорее он в вас влюбится с первого взгляда, а вы будете, ну, думать, посматривать, он вам покажется слишком сложным, он вам покажется, как будто бы он, не знаю, там другого уровня, да, то есть если вы привыкли к обычным, там, простым парням, да, то вот этот вам покажется какой-то слишком там заумный, да, замудренный, может он там статусом будет выше, чем вы, то есть вот этот момент, он будет вас смущать, хотя по возрасту, либо тут будет, что он младше вас, либо как вы, может быть там, ну как 5-6 лет плюс-минус, вот так вот идет, да, но больше идет как младше, либо как вы. Вот, поэтому, девочки, смотрите, мужчина хороший. Этот мужчина будет действительно вас добиваться. А вы поймете, что у него серьезные отношения, поймете, что он хочет именно брака, семьи. И вот будете с ним общаться, будете для себя думать и выбирать. Мужчина неплохой. Я рекомендую рассмотреть. То, что вам тут что-то в нем не понравится, но тут больше какой-то момент будет из-за того, что у вас мало, может, информации о нем будет. Может быть, он каким-то манером своим, да, как он себя там ведет, там, что он такой веселый, насмешливый, может, вам покажется, что он несерьезный. Вообще, я вижу, что таких людей, как он, у вас в жизни не было до этого, и поэтому вы можете, ну, действительно засомневаться. Но мужчина будет добиваться, прям будет за вами ходить, звонить, писать. И знаете, какой-то момент вы поймете, что да, это мой, надо брать, надо с ним сходиться, съезжаться, и там уже у вас все по-серьезному закрутится. Вот так вот, мои дорогие. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.